На этой неделе исполнилось 121 год со дня рождения выдающегося лингвиста Васу Абаева. Его имя неотрывно связано с историей осетинского языка, который по-прежнему привлекает многих лингвистов. Моя коллега Лидия Цахилова пообщалась с одним из основных разработчиков Осетинского национального корпуса Олегом Беляевым. В 2019 году за исследования по грамматике осетинского языка он стал одним из лауреатов премии правительства Москвы для молодых ученых. Олег Игоревич, вы занимаетесь описанием малых языков, исследуете их историю и эволюцию. Чем для вас примечателен осетинский язык? Осетинский прежде всего примечателен своими уникальными историями и географическим положением, из чего вытекают различные лексические и грамматические особенности. То есть это иранский язык, который, с одной стороны, развивался достаточно давно в изоляции от других языков, своих родственных языков, иранских языков, а с другой стороны, находился в окружении языков других языковых семей. В результате осетинский, с одной стороны, опять же, сохранил многие архаичные черты, которые другим современным иранским языкам не присущи, а с другой стороны, развил инновационные черты. Перейдем непосредственно к предмету вашего исследования – морфологии и синтаксису осетинского языка. Какие выводы вами уже сделаны? В осетинском языке множество интереснейших грамматических черт, возникших под влиянием разных совершенно исторических процессов, но я могу отметить две, например, вещи. Во-первых, это способ формирования сложного предложения в осетинском языке, который так называемая коррелятивная конструкция. Например, чтобы сказать «я видел отца девушки, который ты подарил цветы», по-осетински мы скажем «дидин же ты чижган балабар поттай феттон выйфеде». То есть вы скажете «которой девочке ты вчера подарил цветы, я видел ее отца». Получается, что такая конструкция у вас в придаточном предложении стоит какое-то существительное, и оно дублируется в главном предложении указательным местоимением. Как вы понимаете, совершенно другой тип построения сложного предложения, чем, например, в русском языке. Что интересно, в осетинском этот тип распространяется не только на определительные или так называемые относительные предложения, но и на другие типы. Например, «курбасади уат дафет». То есть, когда ты пришел, тогда я тебя увидел. Или «Алан хоржлак кайу уйжонен». То есть тут уже получается «я знаю, что Алан хороший человек». И такая конструкция современным иранским языкам вообще не присуща. Другой пример, который я могу привести, это оформление так называемого, того, что мы в лингвистике называем реципиентом, то есть того участника ситуации, который получает какой-то предмет. Конструкция с глаголом типа «давать». В осетинском языке в этой функции может использоваться как дательный, так и направительный падеж. Например, можно сказать «Алан эн чинек раттон», я дал книгу Алану, и «Алан мэ чинек раттон», я дал книгу, так сказать, к Алану. И вот, по-видимому, различие между этими употреблениями связано с различием между постоянной передачей, то есть собственность, если это дательный падеж, «Алан эн раттон», и временной или чисто пространственной передачей «Алан мэ раттон». Например, я дал ему на время почитать, или чтобы он передал кому-то другому, то есть я именно Алану эту книгу в собственность не передал. То есть в одном случае мы имеем дательный падеж, ему дал, а в другом к нему дал, просто, протянул книгу. И вот такое же противопоставление мы видим, например, во многих дагестанских языках, которые, в общем-то, находятся в соседнем с осетинским ареале. И поэтому здесь, как мне кажется, тоже можно говорить о каком-то явлении, возникшем в результате языковых контактов. На днях республика отмечала день рождения выдающегося лингвиста Василия Ивановича Абаева. Опираетесь ли вы на его научные труды? Василий Иванович Абаев — это не только великий осетиновед XX века, это просто великий лингвист XX века. То есть его работы покрывают не только иранское сравнительно-историческое осетинское языкознание, но и многие вопросы общего языкознания. Причем, несмотря на то, что в основном эти работы Василия Ивановича, ключевые работы его по общему языкознанию были опубликованы еще в 30-е годы XX века, ну и там в 40-е годы и так далее, и они сохраняют свою актуальность и до сих пор, в общем-то, до конца не осознанно научным сообществом. И мы поэтому даже не только в изучении осетинского языка, но и в работе над другими языками приходится часто обращаться к трудам Василия Ивановича Абаева. Ну и, конечно, в осетиноведении я могу сказать, что здесь роль Василия Ивановича переоценить невозможно, потому что практически все вопросы, которыми приходится сталкиваться современным лингвистам при изучении осетинского языка, так или иначе освещаются в трудах Василия Ивановича Абаева. Причем не просто упоминаются там, что это интересное явление, а получают достаточно содержательную интерпретацию, с которой мы не можем далее не считаться. В XX веке были изданы две достаточно подробные академические грамматики осетинского языка. Это, безусловно, выдающиеся труды, но вот этот краткий грамматический очерк осетинского языка Василия Ивановича Абаева, несмотря на свою вот эту краткость, вполне может с ними конкурировать по ясности и точности изложения. То есть многие вопросы, которые Василий Иванович Абаев в этом кратком очерке поднимает, на самом деле гораздо не менее подробно и не менее точно описываются, чем вот в этих многотомных подробных трудах. Что, конечно, говорит о великом таланте Василия Ивановича к объяснению и к
осознанию, к точному обобщению данных осетинской грамматики. Ну и, конечно, историко-этимологический словарь осетинского языка — это моя настольная книга, конечно, потому что это не просто источник по истории осетинского языка и по истории осетинской лексики, это просто замечательный словарь, в котором есть множество очень подробных и точных толкований, множество очень полезных примеров, иллюстративного материала. То есть, в общем-то, я считаю, что это лучший словарь осетинского языка и один из лучших словарей вообще для любого языка. Олег Игоревич, каким вы видите изучение осетинского языка как родного в современных реалиях и как его сохранить? Ну, во-первых, я могу сказать, что оно необходимо. То есть это необходимо изучение осетинского языка как родного в школе, и не только в школе. И вообще надо сказать, что у Осетии здесь не самое плохое положение на фоне других регионов России, и осетинского положения на фоне других языков России не самое плохое. Тут, во-первых, есть очень сильное самосознание осетин, очень гордость большая своим языком. Даже, может, не все им, к сожалению, сейчас уже среди молодого поколения хорошо владеют, но, во всяком случае, есть осознание того, что это важно, что это родной язык, который нужно сохранить, и это уже не мало. Кроме того, все-таки существуют полилингвальные школы, где проходит обучение на осетинском языке. Издается литература, в том числе не только художественная, не только пресса, но и, скажем, научная литература. Научные публикации выходят на осетинском языке, что, в общем-то, очень редкий случай для языков России, для малых языков России. Поэтому здесь все не так плохо, хотя, конечно, есть над чем работать. В частности, вот если в разных районах Осетии в основном в устной речи доминирует осетинский язык, то в Владикавказе, как мы все понимаем, в основном доминирует устный. Я не уверен, что это можно изменить принципиально, может быть, это в чем-то неизбежно, но все-таки нужно стараться поддерживать использование осетинского языка во всех сферах общения. Многие носители малых языков считают, что вот, значит, в семье у нас будет наш родной язык, а русский язык важнее, потому что он используется в обществе. Это в корне неправильная позиция. Когда язык начинает использоваться только в семье, это первый шаг к его вымиранию. Потому что дети большую часть времени проводят уже в обществе, и если они там используют другой язык, их дети уже не будут владеть в той же степени, в которой владели ими они. Поэтому вот самое главное — это поддержка использования языка во всех сферах. И, конечно, обучение в школе. Но надо все-таки стараться, чтобы как можно большем числе школ осетинский преподавался как родной язык. Ну и, конечно, в идеале, чтобы и шло обучение в начальной школе на осетинском языке. Это очень важно. Какие еще сферы осетинского языка остаются для вас интересными для изучения? В осетинском языке сохраняются и фонетики, и морфологии, и в синтезе, и в семантике интереснейшие проблемы. Но сейчас, в данный момент, например, мы сосредоточены на таком проекте. Это перевод словаря, вот упомянутого мной историко-этимологического словаря осетинского языка Василия Ивановича Абаева на английский язык и создание его электронной версии. Это не сам по себе исследовательский проект, да, потому что это речь идет об адаптации существующего ресурса. Но мне кажется, это такой проект, который может как раз подстегнуть новые исследования. Потому что если мы будем иметь этот словарь, во-первых, на английском языке, то есть это откроет доступ к нему со стороны зарубежных исследователей. Во-вторых, если мы будем иметь его в виде электронной базы данных, мы будем иметь возможность уже изучать разные вопросы осетинской лексики, и не только лексики, при помощи разных новых компьютерных методов, цифровых методов, которые существенно расширят возможности. Поэтому мне кажется, что такие вот создание таких электронных ресурсов — это уже важное подспорье для будущих исследований. Расскажите, каково будущее осетинского языка? Сложно предсказывать будущее, тем более в области лингвистики. Мы понимаем, что сегодня, к сожалению, очень сложная ситуация во всем мире с малыми языками, и по подсчетам многих исследователей буквально там в течение 1-2 десятилетий уже половина существующих сегодня в мире языков исчезнет. Конечно, осетинский в этом смысле в лучшем положении. Я уверен, что он никуда не исчезнет в ближайшие десятилетия. Все-таки у нас есть большое количество носителей, достаточно компетентных. И поэтому я думаю, что в этом смысле будущее осетинского языка достаточно оптимистично можно рассматривать. Но, конечно, вот все зависит от самого осетинского народа, прежде всего. Да, насколько осетинский будет действительно широко употребляться, насколько он будет языком, как я уже сказал, который действительно используется во всех сферах общения. Потому что, конечно, можно говорить много о различных программах, различных государственной поддержке, это все очень важно и, наверное, необходимо. Но если самое главное — это наличие у самого народа энтузиазма и желания использовать свой родной язык. Васарамбон бироват, катчинут, семита кнут выдон шеппеттер хоршфавант, ирона узурут, ама вебжак мафия рохканут.